Естественные причины смерти у пожилых. Что ты искала в поисковике, Алина? Пустые, как два осколка льда, глаза жены смотрели сквозь меня, и я видел перед собой уже не родного человека, а монстра в ее обличье. Мои руки сжимались в кулаки с такой силой, что ногти впивались в ладони, но эта боль была ничем по сравнению с той, что разверзлась в моей груди, грозя разорвать ее на части. Но это все будет потом, через несколько месяцев, которые покажутся мне вечностью. Меня зовут Евгений. Мне 45 лет, и еще совсем недавно я считал себя человеком, у которого все получилось. Я думал, что построил идеальную жизнь, прочный, как стены этого дома, мир. Я жестоко ошибался. Фундамент этого мира оказался трухлявым, потому что он был построен на моем малодушии. И трещины, которые я так долго отказывался замечать, однажды превратятся в бездну, которая поглотит нас всех. Эта история началась не вчера. Она начиналась тихо, почти незаметно, с мелочей. С невысказанных слов, со взглядов, с молчания, которое было громче любого крика. Дом просыпался не сразу. Сначала он издавал тихие, сонные звуки. Гудел холодильник на кухне. Где-то под крышей скрипела балка, привыкая к утренней прохладе. Я лежал с открытыми глазами и слушал эту тишину, и мне казалось, что я слышу даже то, как пылинки оседают на мебель внизу. Раньше я любил это время. Эти минуты до того, как мир за окном и в доме придет в движение. Теперь я его боялся, потому что тишина в нашем доме стала тяжелой, как мокрое одеяло. Алина спала рядом. Во сне она оказалась почти беззащитной. Темные волосы рассыпались по подушке. Одна рука лежала на моей груди. Ее дыхание было ровным, спокойным. Глядя на нее, я почти мог убедить себя, что все в порядке, что напряжение, которое я чувствовал каждой клеткой, просто плод моей усталости. Почти. Я осторожно убрал ее руку и сел на кровати. На цыпочках вышел из спальни. Длинный коридор второго этажа был залит бледным светом. Справа — комната 17-летнего Льва, слева — 15-летней Леры. А в самом конце коридора, рядом с ванной, дверь в комнату моих родителей. Она всегда была приоткрыта. Я спускался по скрипучей деревянной лестнице, которую так любила Алина. «Настоящее дерево, Женя. Оно дышит», — говорила она. Теперь мне казалось, что оно не дышит, а вздыхает. На кухне уже горел свет. За столом сидела мама, Лидия Семеновна. Маленькая, сухонькая, в своем вечном ситцевом халате. Перед ней чашка с чаем, к которой она даже не притронулась. «Доброе утро, мам. Чего не спится?» Она вздрогнула, обернулась. В ее глазах на секунду мелькнул испуг, который тут же сменился привычной ласковой улыбкой. Но я успел его заметить. «Женечка, доброе утро. Да так, старым людям много сна не надо. Тебе кофе сварить? Не надо, я сам». В кухню вошла Алина. Она уже в шелковом халате, волосы собраны в небрежный, но элегантный узел. Она поцеловала меня в щеку. Ее аромат — смесь дорогого парфюма и чего-то неуловимо тревожного — заполнил все пространство. «Доброе утро, любимый». Она бросила быстрый взгляд на маму. «Лидия Семеновна, доброе утро. Вы опять сварили кофе? Я же просила вас, и мне от этого запаха с утра голова болит». Ее голос мягкий, бархатный, ни тени раздражения. Но я увидел, как сжались мамины пальцы на краю стола. «Алиночка, я не варила.
Я только чайник включила. Правда? Странно. Мне показалось, что пахнет. Наверное, турка со вчерашнего вечера осталась. Надо мыть ее сразу. Мама тихо встала, подошла к раковине и начала мыть турку, которую, я уверен, она вымыла еще вчера. Я стоял и молчал. Я должен был что-то сказать, но я промолчал, потому что это означало бы начало битвы, а я ненавидел битвы. Я убеждал себя, что это мелочи, что я — мост между двумя мирами, и задача моста — сохранять равновесие. Из своей комнаты спустился отец. Анатолий Петрович — полковник в отставке. Спина прямая, подбородок поднят. Но за последние пару лет он сильно сдал. Он молча кивнул нам, сел за стол. Мама поставила перед ним тарелку с овсянкой. Алина, наливая себе сок, бросила как бы невзначай: «Анатолий Петрович, вам бы сахара поменьше есть. В вашем возрасте это вредно». Отец медленно поднял на нее глаза. «Спасибо за заботу, Алина. Я как-нибудь сам разберусь». На кухне повисла тишина. Я откашлялся и сказал первое, что пришло в голову. «Осень в этом году ранняя». Никто не ответил. Мы падали. Просто очень-очень медленно. Глава 2. Разговор о деньгах. Вечером Алина выбрала идеальный момент. Дети разошлись по своим комнатам, родители смотрели какой-то сериал у себя наверху. Мы сидели в гостиной у камина, который зажигали теперь не для уюта, а чтобы хоть как-то растопить лед, нараставший на стенах нашего дома. «Жень, нам надо поговорить». Я опустил книгу. Сердце сделало неприятный кульбит. Что-то случилось? «Все в порядке, просто я вчера оплачивала счета». «Ты видел, сколько нам пришло за свет и воду?» Она протянула мне планшет. Сумма была больше обычной. «Дело не только в этом», — продолжила она. «Я стала замечать, твои родители, они совсем не экономят. В их возрасте память уже не та. Каждое ее слово было выверено. Никаких прямых обвинений, только забота и понимание. Но яд был в каждой букве. И тут же, следом за раздражением, пришла другая волна. Стыд. Я вспомнил, как они продали свою квартиру, чтобы помочь нам построить этот дом. Вложили в него свою мечту о спокойной старости в кругу большой и дружной семьи. Алина, они не привыкли, но пришло на 1000 больше. Это не катастрофа. Сегодня на 1000, завтра на 2. Дело не в деньгах, Женя, а в отношении. Мы с тобой работаем, а они ведут себя так, будто живут в гостинице, где все включено. Гостиница. Это слово резануло по ушам. Они не в гостинице. Они у себя дома. Юридически этот дом наш. Тихо, почти шепотом сказала она. Что ты хочешь этим сказать? Ничего. Просто констатирую факт. Я их очень уважаю, ты знаешь. Но их присутствие, оно меняет всю атмосферу. Дети это чувствуют. Левка огрызается, потому что видит, как ты с ними разговариваешь. Я сам не ожидал, что крикну. Я? Женя, я с ними предельно вежливо. Может, это ты проецируешь на меня свое собственное чувство вины? В гостиную заглянул Лев. «У вас все нормально?» «Все нормально, сынок, иди к себе», — поспешно сказал я. Но Лев не уходил. «Мам, я слышал. Бабушка с дедушкой почти не выходят из своей комнаты. О какой воде и свете ты говоришь?» «Лев, не вмешивайся в разговор взрослых», — холодно отрезала Алина. «А почему это? Это и мой дом тоже. И это мои бабушка и дедушка». «Замолчи», — я вскочил на ноги. «Марш к себе в комнату». Страх перед войной с Алиной оказался сильнее. Проще было накричать на сына, который говорил правду.
Лев посмотрел на меня с таким разочарованием, что мне захотелось провалиться сквозь землю. Он молча развернулся и ушел. Алина подошла ко мне, положила руку на плечо. «Видишь, они настраивают сына против нас. Я смотрел в огонь, я понимал, что она не права. Но я так устал бороться. И в этот момент я выбрал самый легкий путь — путь предательства». «Ты права», — сказал я глухо. «Надо что-то решать». Глава 3. Забота. Решение нашлось уже через пару дней, завернутое в красивую обертку заботы. «Милый», — сказала Алина утром, — «я все думаю про отца. Ему ведь так тяжело по лестнице подниматься. Может, нам переселить их вниз в гостевую комнату?» Гостевая комната. На деле кладовка. Маленькая, сырая, зажатая между кухней и постирочной. «Не знаю, Алин, она же совсем крошечная». «Ну что ты, зато все на одном этаже. Это же для их блага, будет очень уютно». Она говорила так убедительно, что я почти поверил, ведь и правда отцу было тяжело. Может, я зря ищу во всем подвох. Вечером состоялось обсуждение. Алина с улыбкой изложила свой план. Мама растерянно переводила взгляд с нее на меня, а отец молчал. Он сидел в своем кресле, прямой, неподвижный, и долго не мигая смотрел на Алину. «То есть вы хотите переселить нас в кладовку?» — наконец произнес он. Голос был тихим, и от этого его слова прозвучали еще страшнее. «Анатолий Петрович, ну что вы?» — сплеснула руками Алина. «Это полноценная комната. Там одно окно. И то на стену соседского гаража смотрит», — отрезал отец. Я почувствовал, что должен вмешаться. «Пап, Алина права. Тебе тяжело с лестницей. Это временно. Мы что-нибудь придумаем». Я врал. Отец перевел взгляд на меня, и я увидел в его глазах то, чего боялся больше всего. Не гнев, а глубокое, тихое, как омут, разочарование в собственном сыне. Он видел, что я все понимаю, и все равно соглашаюсь. «Как скажете», — сказал он так же тихо. «Вы хозяева». Он поднялся и, не глядя больше ни на кого, медленно пошел к лестнице. Каждый шаг наверх давался ему с видимым усилием. Я смотрел ему в спину и чувствовал, как внутри меня что-то обрывается. «Ну вот и прекрасно», — сказала Алина, нарушив тишину. «Завтра же займусь обустройством». Она улыбалась. Она победила. А я сидел в кресле, смотрел на пустую лестницу и впервые в жизни по-настоящему почувствовал себя сиротой. При живых родителях. Переезд в кладовку состоялся. Я сам, стиснув зубы и, избегая взгляда отца, таскал их мебель, разбирал кровать, собирал заново. Весь день отец молчал. Он просто сидел на кухонном стуле, который вынес в коридор, и смотрел, как его жизнь, его мир сжимается до размеров 10 квадратных метров. Мама суетилась, раскладывала их скромные вещи, пыталась создать подобие уюта, но ее дрожащие руки выдавали отчаяние. Вечером, когда все было кончено, Алина принесла им чай с пирогом и сказала с сияющей улыбкой: «Ну вот, по-моему, получилось чудесно. Так компактно, все под рукой». Отец не ответил, а мама лишь тихо поблагодарила. Я думал, это дно, что хуже уже быть не может. Как же я заблуждался. Но было гораздо глубже, и мы только начинали наше погружение. Прошла неделя. Дом жил в режиме холодной войны. Родители почти не выходили из своей новой комнаты-каморки. Ели они там же. Мама приносила еду на подносе, будто они были больными в стационаре.
Я делал вид, что все нормально. Я ходил на работу, возвращался, ужинал с Алиной и детьми, обсуждал их оценки и планы на выходные. Я строил вокруг себя стену из бытовых мелочей, надеясь, что она защитит меня от кричащей правды. И вот однажды вечером, когда мы снова сидели в гостиной, Алина начала новый заход. Она начала издалека, с жалоб на усталость. «Я так выматываюсь, Жень, ты не представляешь. Весь день на ногах, работа, потом дом, уроки с Лерой, а еще ведь нужно постоянно думать о родителях. Поели ли они, приняли ли лекарства, не поднялось ли у отца давление. Я все время как на иголках». Она говорила это мягко, устало, положив голову мне на плечо. Я машинально гладил ее по волосам, чувствуя, как внутри все сжимается в предчувствии. «Я боюсь оставлять их одних», — продолжала она. «А вдруг что-то случится, пока мы на работе, а дети в школе? Сердечный приступ, инсульт. Мы же себе этого никогда не простим. Они нуждаются в постоянном профессиональном присмотре». Она аж делала паузу, давая мне возможность осознать всю тяжесть ситуации. А затем как бы невзначай подкинула решение. «Моя подруга Светка, помнишь ее? Она свою маму год назад определила в частный пансионат под Богородском. Сначала тоже переживала, мучилась. А теперь, говорит, это было лучшее решение в ее жизни. Мама там расцвела. Постоянно под наблюдением врачей, общение со сверстниками, кружки по интересам, лечебная физкультура, свежий воздух, пятиразовое питание. Она говорила, а я молчал, и в моей голове рисовались две совершенно разные картины. Одна — та, которую описывала Алина, идиллический дом отдыха для счастливых стариков. А вторая — реальная. Казенное учреждение, запах хлорки и немощи, тоскливые вечера в ожидании смерти. Дом престарелых. Слово, которое в моей семье всегда считалось синонимом предательства. «Это же дом престарелых», — выдавил я. «Женя, ну что за совковые стереотипы?» — тут же откликнулась она. «Это не те богадельни, что были раньше. Это современные центры европейского уровня. Посмотри». Она взяла со столика свой планшет и открыла какой-то сайт. С экрана на меня смотрели улыбающиеся румяные старики. Они играли в шахматы на веранде, занимались скандинавской ходьбой в сосновом бору, лепили из глины под руководством молоденькой сиделки. Все было залито солнцем. На фотографиях не было ни одного унылого или больного лица. Это была витрина, красивая, глянцевая ложь. «И сколько стоит эта радость?» — спросил я, чувствуя, как во рту пересохло. Алина назвала сумму. Сумма была внушительной, почти половина моей месячной зарплаты. «Мы могли бы сдавать их квартиру», — тут же нашлась она. «Тех денег как раз хватит на оплату пансионата, и еще немного останется». Я отшатнулся. Их квартира. Та самая трешка в центре, которую они отдали нам, которую мы продали, чтобы построить этот дом. «Алина, у них нет квартиры. Мы ее продали». На ее лице на мгновение отразилось искреннее недоумение, которое тут же сменилось досадой. Она забыла. Для нее тот факт, что мои родители отдали нам все, что у них было, стал лишь досадной помехой в ее безупречном плане. «Ах, да, точно», — она нахмурилась. «Ну ничего, мы справимся. Ужмемся немного. Главное и здоровье, и наше с тобой спокойствие. Подумай, Женя, никакого стресса, никаких ссор. Мы снова будем жить своей жизнью, как раньше. Мы ведь заслужили пожить для себя, правда?» Она смотрела мне в глаза, и в ее взгляде была вся тяжелая артиллерия женских манипуляций.
и усталость, и надежда, и любовь, и едва уловимый упрек. Я встал и подошел к окну. За стеклом было темно. Я смотрел на свое отражение, но видел не себя, а осунувшееся лицо отца и заплаканные глаза матери. Мы заслужили пожить для себя. Эта фраза эхом отдавалась в моей голове. А они? Они не заслужили. Они не заслужили умереть в собственном доме рядом с сыном и внуками. Но другая часть меня, та, что устала, что хотела тишины и покоя, предательски шептала: а ведь она права. Это логично. Это безопасно. Это решит все проблемы. Я стоял у окна, разрываемый на части, и чувствовал, как холодное стекло, к которому я прижался лбом, не может остудить тот жаркий, липкий стыд, который охватывал меня. «Я подумаю», — сказал я, не оборачиваясь. И я знал, что это «подумаю» уже было равносильно согласию. Глава 5. Роковой ужин. Следующие несколько дней прошли в тумане. Я избегал родителей, уходил раньше, возвращался позже. Я думал. На самом деле я не думал. Я пытался убить в себе остатки совести, придумывая все новые и новые аргументы в пользу плана Алины. Я убеждал себя, что делаю это ради них, ради их же блага, что я заботливый сын, который обеспечивает родителям профессиональный уход, который им не может дать сам. Ложь была чудовищной, но я повторял ее про себя так часто, что почти начал в нее верить. Алина действовала. Она съездила в тот самый пансионат «Сосновый Бор», привезла оттуда еще более глянцевые буклеты и договор. Она действовала так, будто мое согласие — лишь формальность. И она была права. Развязка наступила в субботу за ужином. Алина настояла, чтобы родители поели вместе со всеми. «Мы же семья», — сказала она с такой обезоруживающей улыбкой, что отказать было невозможно. Мы сидели за большим дубовым столом в столовой. Все было как в рекламе счастливой жизни. Красивая посуда, вкусная еда. За окном падал первый снег. Но воздух можно было резать ножом. Лера что-то щебетала о школе. Лев молча ковырялся в тарелке, бросая на меня и на мать испепеляющие взгляды. Родители ели медленно, стараясь не издать ни звука. Повод для начала атаки нашелся сам собой. Отец, пытаясь дотянуться до соломки, неловко задел стакан с водой. Вода разлилась по скатерти небольшой лужицей. «Ох, простите, руки совсем не слушаются», — пробормотал он, краснея, как мальчишка. Мама тут же бросилась промокать лужу салфеткой. «Ничего страшного, Анатолий Петрович. С кем не бывает», — произнесла Алина своим самым сладким голосом. «Вот видите, Женечка, а я как раз об этом и говорила. Координация с возрастом ухудшается, это опасно. Сегодня стакан, а завтра можно поскользнуться, упасть». Она обвела всех взглядом и, сделав драматическую паузу, объявила: «Именно поэтому мы с Женей приняли очень важное решение. Мы нашли для вас замечательное место, где вы будете в полной безопасности. Это прекрасный загородный пансионат, где о вас будут заботиться лучшие специалисты». Слова упали в тишину, как камни. Лера перестала жевать. Лев поднял голову и в упор посмотрел на меня.
Я сидел, вжав голову в плечи, и смотрел свою тарелку. Еда превратилась в пепел во рту. Я чувствовал на себе взгляд отца. Он буквально прожигал мне затылок. Но я не мог, не смел поднять глаза. «Что?» — переспросила мама так тихо, будто боялась услышать ответ. «Какой пансионат, Алиночка?» «Самый лучший, Лидия Семеновна», — с энтузиазмом ответила Алина. «Там такой воздух, сосны, птички поют, вы будете гулять, отдыхать, общаться. Мы будем приезжать к вам каждые выходные». Она врала и даже не краснела. «Мы никуда не поедем», — отрезал отец. Его голос был хриплым, но твердым. «Мой дом здесь, и умру я тоже здесь». «Папа, не говори так», — вмешался я. Мой голос прозвучал жалко и неубедительно. «Это не навсегда, просто пока мы не наладим быт». «Не надо, Женя», — оборвал меня отец. «Не унижайся еще больше». И тут взорвался лев. Он отшвырнул вилку, которая со звоном ударилась о тарелку. «Вы с ума сошли? Какой пансионат? Вы хотите от них избавиться, да? Сдать их как ненужные вещи? Лев, немедленно прекрати!» — взвизгнула Алина. «Ты не понимаешь, мы это делаем ради них». «Ради них?» — Лев вскочил. Его лицо было красным от гнева, он повернулся ко мне. «Папа, скажи ей, что мы этого не сделаем. Папа!» Он смотрел на меня с отчаянной надеждой, он все еще верил в меня. И это было невыносимо. Вся моя подавленная вина, весь мой страх и стыд нашли выход в одной единственной эмоции — в гневе. Гневе на сына, который посмел вытащить меня на свет, заставил посмотреть правде в глаза. «Сядь на место и замолчи!» — заорал я так, что задрожали бокалы. «Ты еще сопляк, чтобы судить о решениях взрослых. Я сказал, они поедут, значит, поедут!» Мой крик оглушил всех. Лера заплакала, мама закрыла лицо руками, Алина смотрела на меня с торжеством, а Лев смотрел на меня с презрением, с холодным, окончательным, бесповоротным презрением. «Я тебя ненавижу», — отчеканил он каждое слово. Развернулся и вышел из комнаты. Хлопнула дверь его спальни наверху. Отец медленно поднялся из-за стола. Он подошел ко мне вплотную. Я заставил себя поднять глаза. Он не кричал. Он просто посмотрел на меня. Долго. А потом сказал тихо, так, чтобы слышал только я. «Она тебя сломала, сынок. Окончательно». Он повернулся и пошел к выходу. Мама, всхлипывая, последовала за ним. Я остался сидеть за столом в центре разрушенного мира. Я победил. Я сделал так, как хотела Алина. Я получил то, чего так боялся. Тишину. Мертвую, оглушающую тишину. Глава 6. Последний разговор. Я не спал всю ночь. Ворочался сбоку на бок, вслушиваясь в дыхание Алины. Она уснула почти сразу, спокойная и удовлетворенная, как полководец после выигранного сражения. А я лежал и чувствовал, как меня заживо пожирает стыд. Слова отца «она тебя сломала» бились в висках, как молот. Около 3 часов ночи, не выдержав, я встал и пошел на кухню. Налить себе воды, выкурить сигарету на крыльце, сделать хоть что-то, чтобы унять эту дрожь внутри. На кухне горел ночник, и за столом, в том же самом положении, что и утром, сидел отец. Он не спал. Он просто сидел в темноте и смотрел в окно. Перед ним стоял пустой стакан. Увидев меня, он не удивился, лишь едва заметно кивнул, приглашая сесть.
Я сел напротив. Мы молчали. Тикали настенные часы, отсчитывая секунды нашей общей катастрофы. Гудел холодильник. «Не спится?» — наконец спросил я, просто чтобы нарушить молчание. «Отвык», — так же просто ответил он. Он выглядел страшно постаревшим, будто за один вечер на него обрушились все тяготы его 76 лет. Плечи ссутулились. Под глазами залегли глубокие тени. «Пап, я начал, сам не зная, что хочу сказать. Попросить прощения, оправдаться. Я хотел как лучше». Он горько усмехнулся. «Как лучше. Знаешь, Женя, я всю жизнь старался жить по совести. На службе, дома. Я думал, что и тебя этому научил, что главный стержень в мужчине — это ответственность. За свои слова, за свои поступки, за свою семью, за стариков и детей». Он говорил тихо, глядя куда-то в темноту за окном. Будто разговаривал не со мной, а с самим собой. «Твой дед, мой отец, прошел всю войну, вернулся без ноги. Бабка его до последнего дня на себе таскала и никогда ни единым словом не упрекнула. Потому что это была семья, понимаешь? Семья — это никогда удобно, это когда вместе. И в радости, и в горе, и в болезни. До конца». Он замолчал, провел ладонью по лицу. «Я никогда не думал, что доживу до того дня, когда собственный сын укажет мне на дверь. Не думал, что стану обузой. Ты не обуза», — слишком громко сказал я. Он повернулся и посмотрел мне прямо в глаза, и в его взгляде не было ни ненависти, ни злости, только бездонная вселенская печаль. «Не обуза? Тогда кто, Женя? Почему ты позволяешь этой женщине вытирать о нас ноги? Почему молчишь, когда она нас унижает? Почему ты предал не только нас, но и собственного сына? Он ведь за нас заступился, единственный. Каждый его вопрос был как удар под дых, я не мог дышать. «Я люблю ее», — прошептал я, и сам понял, как жалко это прозвучало. Отец долго смотрел на меня, а потом встал, подошел к раковине, налил себе воды из-под крана. Выпил, поставил стакан. «Нет», — сказал он, стоя ко мне спиной, — «это не любовь, это страх, ты просто ее боишься». Он повернулся. «Мы думали с матерью, мы вырастили сына, сильного, надежного, справедливого, а вырастили гостя в нашем доме, чужого человека». Он вышел из кухни, не сказав больше ни слова. Я остался один. «Чужой человек». Эти слова пригвоздили меня к стулу. Он не кричал, не обвинял. Он просто вынес приговор. И этот приговор был окончательным и обжалованию не подлежал. В эту минуту я понял, что точка невозврата пройдена. Я потерял не просто уважение отца, я потерял самого себя. После той ночи я провалился в тяжелый липкий сон без сновидений, словно организм пытался сбежать от реальности. Проснулся я от непривычной тишины. Обычно в это время я уже слышал тихое шарканье маминых тапочек на кухне, покашливание отца. Но сегодня дом молчал. Мертвенно. На месте Алины была пустая, холодная вмятина на простыне. Я сел на кровати. Солнечный свет, пробиваясь сквозь жалюзи, резал комнату на полосы. И в этих полосах пыли, в этой оглушающей тишине было что-то зловещее. Я спустился вниз. Кухня была пуста.
Столовая была пуста. Гостиная тоже. Сердце заколотилось, предчувствуя недоброе. Я подбежал к комнате родителей на первом этаже и распахнул дверь. Пусто. Кровать была заправлена с военной отцовской аккуратностью. Так идеально, будто на ней никто никогда и не спал. На маленьком столике у окна стояла вазочка с увядшими астрами, которые Лера принесла на днях. Воздух был неподвижен и пах маминым любимым лекарством — корвалолом. И от этого запаха покинутого гнезда, у меня перехватило дыхание. Их не было. Я метнулся по дому, заглядывая во все углы, в ванную, в постирочную. Будто они могли играть со мной в прятки. Мой разум отказывался принимать очевидное. Они ушли. «Алина!» — закричал я, и мой голос прозвучал в пустом доме дико и чужеродно. Она спустилась со второго этажа, уже одетая, со следами косметики на лице. «Что ты кричишь, Женя? Детей разбудишь. Где они? Где мои родители?» Она удивленно вскинула брови. «Как где? У себя, наверное? Я думала, они просто спят дольше обычного». Ее спокойствие было неестественным, слишком наигранным. Она подошла к их комнате, заглянула внутрь, ахнула, прикрыла рот ладонью. «Боже мой, куда же они могли уйти? Неужели?» «Женя, звони в полицию, в больнице. Вдруг с ними что-то случилось». Она играла, я это видел. Я чувствовал это кожей, но мой паникующий мозг цеплялся за ее слова. Я достал телефон, начал судорожно искать номера. В этот момент сверху спустился Лев. Он был уже одет для школы, но в руках у него не было рюкзака. В руках у него был белый почтовый конверт. «Их не надо искать», — сказал он тихо и холодно. «Они уехали». Он смотрел не на Алину, он смотрел прямо на меня. «Откуда ты знаешь?» — спросила Алина, не убирая руки от рта. «Они оставили это. Под моей дверью». Он протянул конверт. Я шагнул к нему, чтобы взять, но Лев отдернул руку. «Это не тебе. Это мне». Алина попыталась вмешаться. «Левушка, но мы же должны знать, мы волнуемся». «Ты волнуешься?» — усмехнулся Лев, и в этой усмешке было столько яда, что я отшатнулся. «Не смеши меня». Он прошел мимо нас, сел за кухонный стол, вскрыл конверт и начал читать. Я видел, как подрагивают его плечи, как он закусывает губу, чтобы не разрыдаться. Я стоял в нескольких метрах от него, и это расстояние казалось непреодолимой пропастью. Я — отец. Глава семьи был исключен из самой главной тайны. Я стал посторонним. «Что там? Что они пишут?» Мой голос сорвался. Лев медленно сложил письмо, убрал его обратно в конверт, а конверт — во внутренний карман куртки. Он поднял на меня глаза. В них больше не было ни разочарования, ни гнева. Только холодное, выжженное дотла пустое место. Они пишут, чтобы я был мужчиной, в отличие от некоторых. Он встал, закинул на плечо рюкзак и, ни слова больше не говоря, вышел из дома. Входная дверь оглушительно хлопнула. Алина тут же подбежала ко мне, обняла. Бедный мальчик. Это такой удар для него. И для нас всех. Как они могли так поступить? Уйти, не сказав ни слова, как воры. Она говорила что-то еще, утешала, причитала. А я стоял как каменный и смотрел на закрытую дверь.
как воры. Нет, вором в этом доме был я. Я украл у них последние годы спокойной жизни. Я украл у них дом, я украл у собственного сына отца, в которого можно верить. И теперь я остался один на один со своей идеальной жизнью. В пустом, гулком и холодном, как склеп, доме. Глава 8. Тени сомнения. Дни после их ухода слились в один серый вязкий кошмар. Тишина в доме стала материальной. Она сидела за столом во время наших молчаливых обедов. Она лежала между мной и Алиной ночью. Она смотрела на меня из пустой комнаты на первом этаже, дверь в которую я теперь всегда держал закрытой. Лев со мной не разговаривал. Совсем. Он приходил из школы, молча ужинал и запирался у себя. Лера, напуганная происходящим, тоже притихла и старалась быть невидимой. Алина же, наоборот, развила бурную деятельность. Она начала перестановку в гостиной, затеяла обсуждение отпуска на новогодние праздники, пыталась вернуть в нашу жизнь видимость нормы. Но ее веселость была фальшивой, как елочные игрушки. Под тонким слоем блеска чувствовалась пустота. Меня не покидало ощущение, что она не огорчена, а наоборот, испытывает облегчение, будто с ее плеч свалился тяжкий груз. Я несколько раз пытался дозвониться до тети Надежды, сестры отца, которая жила в городце. Я был почти уверен, что они уехали к ней. Но ее телефон либо был выключен, либо никто не брал трубку. Каждый неотвеченный звонок тугим узлом затягивался на моей шее. Прозрение пришло внезапно и страшно, как это обычно и бывает. В четверг у меня сломался рабочий ноутбук. Окончательно и бесповоротно. А мне нужно было срочно отправить важный отчет. «Возьми мой», — легко предложила Алина, которая красила ногти в гостиной. «Он на столике в спальне». Я поднялся наверх. Ее ноутбук, тонкий и серебристый, лежал на прикроватной тумбочке. Я включил его, быстро нашел нужный файл на флешке, прикрепил к письму. И уже собирался нажать «Отправить», как вдруг увидел внизу экрана всплывающее уведомление от какого-то медицинского форума. Новые ответы в теме, на которую вы подписаны. Совместимость сердечных гликозидов с... Я замер, рука с мышкой повисла в воздухе, сердце пропустило удар, а потом забилось часто-часто, как пойманная птица. Этого не может быть. Просто совпадение. Алина иногда читает всякую ерунду в интернете. Но я уже не мог остановиться. Дрожащими пальцами я открыл браузер. Последние открытые вкладки были безобидными. Интернет-магазин, прогноз погоды, кулинарный сайт. Но рука сама потянулась к кнопке «История». Я открыл ее, и мир рухнул. Список поисковых запросов за последние 2 недели был похож на сценарий к фильму ужасов. Передозировка дигоксина, симптомы. Какие препараты вызывают сердечную недостаточность у пожилых? Как сымитировать естественный инфаркт? Побочные эффекты сердечных препаратов с алкоголем. Естественные причины смерти у пожилых с ишемической болезнью сердца. Незаметные яды отсроченного действия. Слова прыгали у меня перед глазами. Они были холодными, техническими и от этого еще более чудовищными. Я сидел и смотрел на экран, а по спине у меня катился ледяной пот. Я перечитывал эти фразы снова и снова, пытаясь найти в них другой, невинный смысл. Не мог. Я вспомнил все. Ее слова о том, что родители нуждаются в профессиональном уходе.
ее заботу о том, чтобы отец не ел сладкого, ее настойчивое желание самой давать ему лекарства в последнее время, которые я списывал на стремление все контролировать. Пансионат. Это был не просто способ избавиться от них. Это был план «Б». Если не получится выселить, можно устранить. Быстро, тихо и списать все на естественные причины. Меня затошнило. Я вскочил, добежал до ванны, и меня вырвало. Я стоял на коленях перед унитазом, и меня трясло так, что стучали зубы. Женщина, с которой я прожил 20 лет, мать моих детей. Она не просто манипулировала мной и унижала моих родителей. Она хладнокровно готовила их убийство. А я был ее слепым, послушным, трусливым соучастником. Я умылся холодной водой и посмотрел на себя в зеркало. Из зеркала на меня смотрел чужой, осунувшийся человек с безумными глазами. Тот, прежний Евгений, умер 10 минут назад, глядя в экран ноутбука своей жены. Я не знал, что делать с этой страшной правдой, но я точно знал одно. Я больше не мог молчать. Глава 9. Осколки правды. Я спустился вниз, как во сне. Каждый шаг по лестнице отдавался гулким эхом в голове. Алина все так же сидела в кресле, с интересом разглядывая свой свежий маникюр. Она подняла на меня глаза и улыбнулась. Отправил отчет. Я смотрел на ее ухоженные руки, на ее спокойное, красивое лицо и не мог понять, как в этой изящной оболочке может скрываться такая черная, ледяная душа. Я не мог говорить с ней. Еще не мог. Любое слово превратилось бы в крик, в обвинение. А мне нужны были не эмоции. Мне нужны были факты, подтверждения. Мне нужно было понять, как далеко все зашло. Вечером я дождался, когда Лев вернется с тренировки. Я постучал в дверь его комнаты. «Войдите!» — донеслось оттуда глухо. Его комната была его крепостью. Постеры каких-то рок-групп на стенах, гитара в углу, одежда, брошенная на стул. Он сидел за столом и делал вид, что занимается, но я видел, что он просто смотрит в одну точку. «Лев, нам нужно поговорить», — сказал я, прикрыв за собой дверь. Он даже не повернулся. «Мне не о чем с тобой говорить». Его голос был полон подросткового презрения, которое ранило сильнее пощечины. Раньше я бы взорвался, начал кричать, требовать уважения. Но прежнего меня больше не было. Я подошел и сел на край его кровати. «Пожалуйста, это важно. Это касается бабушки и дедушки». Это подействовало. Он медленно повернулся на стуле. «Что-то случилось? Они позвонили?» «Нет, я должен кое-что у тебя спросить. Ты единственный, кто видел, кто замечал. Я не знал, как начать. Как спросить сына? Не подозревал ли он, что его мать — потенциальная убийца?» «Лев», — я собрался силами, — «вспомни, пожалуйста, в последнее время было ли что-то странное в поведении матери по отношению к ним? Что-то, что показалось тебе необычным? Любая мелочь». Он смотрел на меня настороженно, пытаясь понять, к чему я клоню. Странное? Все ее поведение было странным. Она их ненавидела.
Я не об этом, я про лекарство. Глаза льва сузились, он задумался, и я видел, как в его памяти проносятся какие-то картинки. «Ну», — протянул он, — «она в последний месяц стала сама давать деду таблетки. Говорила, что бабушка может перепутать дозировку. Хотя бабушка 5 лет ему их дает и ни разу не путала». Он замолчал, а потом добавил: «И еще. Пару раз я слышал, как она говорила с кем-то по телефону, с каким-то консультантом, обсуждала какие-то препараты. Говорила, что у отца, то есть у деда, очень ослабленный организм, и ему нужны особые комбинации. Я еще подумал, с каких это пор она так о его здоровье печется. Каждое его слово было осколком стекла, впивавшимся мне в сердце. Картина складывалась. Консультант, комбинации, особые. А сами таблетки? Мой голос был едва слышен. Ты не замечал, они не выглядели по-другому? Лев нахмурился. Не знаю, может быть, дед как-то пожаловался, что у него после таблеток голова кружится сильнее обычного, а она сказала, что это просто адаптация к новому препарату. Сказала, что врач прописал ему что-то более современное. Врач. Разумеется, никакого врача не было. Был консультант по телефону. Были поисковые запросы в интернете. И была она, моя жена, которая под видом заботы медленно травила моего отца. Побег. Теперь я понял истинный смысл этого слова. Они не просто сбежали от унижения и перспективы оказаться в доме престарелых. Они сбежали, чтобы выжить. Возможно, мама что-то заподозрила. Она была мудрее и наблюдательнее меня. Возможно, она спасла ему жизнь. Я сидел на кровати сына, и мир вокруг меня распадался на части. Все эти мелкие детали, которые Лев перечислял, слились в одну чудовищную, неопровержимую улику. «Пап, что происходит?» Лев смотрел на меня с тревогой. Мое лицо, видимо, было белым, как полотно. Я поднял на него глаза. «Спасибо, сынок, ты мне очень помог». Я встал и пошел к двери. «Что ты будешь делать?» — крикнул он мне в спину. Я остановился, положив руку на дверную ручку. То, что должен был сделать уже очень давно. Я вышел из его комнаты и медленно пошел по коридору в нашу спальню. Туда, где сейчас, наверное, читала книгу или смотрела сериал «Женщина», которую я когда-то любил. Но сейчас я шел к ней не как муж. Я шел как следователь, идущий на допрос убийцы. Я шел по коридору 2-го этажа, и каждый шаг отдавался в гулких пустотах внутри меня. Привычный мир, мягкий ковер под ногами, фотографии на стенах, где мы все улыбаемся, казался декорацией к чужой фальшивой пьесе. Я был актером, который вдруг осознал, что играет в спектакле, написанном безумцем. Дверь в нашу спальню была приоткрыта. Алина сидела в кресле у окна, поджав под себя ноги. На ней был все тот же шелковый халат, в ушах маленькие жемчужные сережки. Она читала книгу, и комната была наполнена тишиной и уютом. Эта картина была настолько мирной, настолько нормальной, что на секунду я усомнился в собственном рассудке. Может, мне все привиделось? Может, я просто сошел с ума от стресса и чувства вины? Я вошел. Она подняла на меня глаза, и ее лицо озарила мягкая, любящая улыбка. «Женечка, ты чего такой хмурый?
Что-то случилось на работе, и эта улыбка, эта чудовищная, невинная улыбка стала последней каплей. «Я пользовался твоим ноутбуком», — сказал я. Голос был не мой, глухой, безжизненный, скрипучий, как несмазанная петля. Улыбка на ее лице дрогнула, но не исчезла. «Да, милый, конечно. Отправил отчет». «Я открыл историю браузера, Алина». Вот теперь улыбка исчезла. Она медленно опустила книгу на колени. Ее тело напряглось. Взгляд стал острым, колючим, как у хищника, готовящегося к прыжку. «Ты копался в моих личных вещах?» В ее голосе зазвенел лед. «Какое ты имел право?» «Побочные эффекты сердечных препаратов», — прохрипел я, глядя в ее расширенные зрачки. «Естественные причины смерти у пожилых. Как сымитировать естественный инфаркт?» «Что ты искала в поисковике, Алина?» Она вскочила, ее лицо исказилось, но это была не паника, это была ярость. «Ах, вот оно что! Ты все перевернул, как всегда. Я волновалась за твоего отца. Я читала, чтобы понять, правильно ли ему назначили лечение. Я искала информацию, чтобы помочь». Ложь была настолько наглой, что я на мгновение опешил. Она даже не пыталась сделать ее правдоподобной. Она просто бросала мне ее в лицо, уверенная, что я, как всегда, проглочу. «Помочь!» Мой голос сорвался на крик, который я так долго сдерживал. «Помочь умереть? Ты обсуждала особые комбинации с какими-то консультантами? Ты меняла ему таблетки?» Лев все слышал. Отец жаловался на головокружение. Пустые, как два осколка льда, глаза жены смотрели сквозь меня, и я видел перед собой уже не родного человека, а монстра в ее обличье. Мои руки сжимались в кулаки с такой силой, что ногти впивались в ладони, но эта боль была ничем по сравнению с той, что разверзлась в моей груди, грозя разорвать ее на части. «Лев!» — она злобно рассмеялась. «Ты поверил этому сопливому мальчишке, а не мне, своей жене? Да я всю себя положила на эту семью. Я терпела твоих невыносимых стариков, обстирывала их, готовила им, а ты...» «Они сбежали, Алина», — перебил я ее. «Они сбежали из собственного дома, потому что поняли, что ты их убьешь. Мама спасла ему жизнь». В этот момент маска окончательно слетела с ее лица. Оно стало злым, уродливым, искаженным ненавистью. «Да, сбежали. И слава богу. Жаль, что я не успела», — выплюнула она. «Я сделала бы все, чтобы мы, наконец, остались одни. Чтобы этот дом перестал быть богадельней. Я сделала это для нас, для нашей семьи. Для нас», — прошептал я. «У нас больше нет семьи». «Ах, нет? А кто в этом виноват? Ты. Ты сам этого хотел». Она ткнула в меня пальцем с идеальным маникюром. «Ты ненавидел их так же, как и я. Тебя бесила их беспомощность, их привычки, их вечное нытье. Ты просто трус, Женька, трусливый, безвольный слизняк. Ты хотел, чтобы они исчезли, но у тебя не хватало духа даже признаться в этом самому себе. Я просто делала то, на что у тебя никогда бы не хватило смелости». Это была правда. Самая страшная, самая отвратительная правда. Я был ее соучастником не действием, но мыслью, желанием, безволием. И от этого осознания стало еще хуже. Но что-то во мне, наконец, сломалось. Тот стержень страха, на котором держалась вся наша жизнь, перегнил и рухнул. «Убирайся», — сказал я тихо. «Что?» «Собирай свои вещи и убирайся из этого дома, вон».
Она снова рассмеялась, но смех был истеричным. «Ты меня выгоняешь? Из моего дома? Да ты без меня ничто, ноль! Ты знаешь, что я могу сделать? Я отсужу у тебя все. Дом, бизнес, детей. Ты останешься ни с чем!» «Делай, что хочешь. У тебя 1 час. Если через час ты будешь здесь, я вызову полицию. И покажу им историю твоего браузера». Я повернулся и пошел к выходу из комнаты. «Ты пожалеешь об этом!» — крикнула она мне в спину. «Ты приползешь ко мне на коленях!» Я остановился в дверях, но не обернулся. «Я уже стою на коленях, Алина, всю свою жизнь. Больше не буду». Я вышел и плотно закрыл за собой дверь. Спустился вниз, сел в кресло в гостиной и стал ждать. Я не слышал, как она собирала вещи, как плакала или ругалась. Я не слышал ничего, кроме оглушительного стука собственного сердца. Через 50 минут хлопнула входная дверь. Я выглянул в окно и увидел, как ее машина выезжает со двора. Все было кончено. Я остался один в огромном гулком доме посреди руин своей жизни. Я был свободен. И никогда в жизни я не чувствовал себя более одиноким. Глава 11. Звонок в тишину. После ее ухода дом не просто затих, он умер. Воздух стал плотным, тяжелым, его было трудно вдыхать. Я бродил из комнаты в комнату, как призрак. Прикасался к вещам, которые еще вчера составляли мой мир, и не узнавал их. Все стало чужим, фальшивым. Вечером, когда вернулись дети, мне пришлось им все объяснить. Это был самый трудный разговор в моей жизни. Я не стал лгать или смягчать. Я просто сказал, что мама больше не будет жить с нами. Лера разрыдалась, убежала к себе, а Лев, он просто смотрел на меня долго, изучающе. А потом подошел и впервые за много недель положил руку мне на плечо. «Ты правильно сделал, пап». И от этого простого жеста я едва не развалился на части. 2 дня я жил в аду. Я почти не спал, не ел, пил только воду и крепкий чай. Я должен был позвонить. Я оттягивал этот момент, придумывал сотни причин, почему нужно подождать. Но я знал, что если не сделаю этого сейчас, не сделаю уже никогда. В субботу утром я сел на кухне, налил себе чашку остывшего чая и достал телефон. Нашел в записной книжке номер тети Надежды. Я смотрел на него минут 10, прежде чем нажать кнопку вызова. Длинные, мучительные гудки. Я уже решил, что никто не ответит, когда на том конце раздался резкий, недовольный женский голос. «Алло, тетя Надя?» «Здравствуйте, это Женя». В трубке повисло молчание. Такое плотное, что казалось, я слышу, как в далеком городце тикают часы. «Что тебе нужно?» — наконец спросила она. Голос был холодным, как сталь. «Мне нужно поговорить с отцом. Или с мамой. Пожалуйста, это очень важно». «Важно?» — усмехнулась она. «Где же ты был со своей важностью, когда они были тебе нужны?» «Они не хотят с тобой говорить. Пожалуйста». Мой голос сорвался. «Умоляю вас, всего 5 минут. Скажите им, скажите, что Алины больше нет». Снова молчание. Я слышал какое-то бормотание на том конце, приглушенные голоса. Видимо, она передавала мои слова. Я ждал, и каждая секунда была пыткой. «Говори», — раздался в трубке хриплый, уставший голос отца. «Папа», — я закрыл глаза,
«Папа, прости меня». «За что именно, сын?» В его голосе не было эмоций, только смертельная усталость. И я начал говорить. Я рассказал все. Про свою трусость, про свое молчание, про ужин, про свой крик на льва. А потом, задыхаясь от стыда, я рассказал ему про ноутбук, про поисковые запросы, про таблетки. Я вываливал на него всю эту грязь, всю эту мерзость, не утаивая ничего. Я не просил прощения, не искал оправданий. Я просто исповедовался. Когда я закончил, в трубке долго было тихо. «Понятно», — наконец сказал отец. И в этом простом слове было все. И боль, и ужас, и подтверждение каких-то его собственных страшных догадок. «Значит, твоя мать была права. Я выгнал ее, пап. Ее больше нет в нашем доме. Это уже ничего не меняет, Женя», — сказал он. «То, что сломано, не склеить. Мне нужно подумать». Я услышал, как он передал трубку. «Сынок?» Голос мамы дрожал от слез. «Женечка, это правда?» «Правда, мама. Все правда. Прости меня, мама, если можешь». «Ох, сынок, сынок!» Она заплакала в голос, и эти рыдания разрывали мне сердце. «Как же так? Что же она с тобой сделала? С нами, со всеми?» «Я сам, мама. Я сам все позволил». «Ты жив? Дети здоровы?» — спросила она сквозь слезы. «Да, мама, мы в порядке. Береги детей, Женя. Береги внуков». Она еще что-то говорила, но я уже не разбирал слов. Я просто слушал ее плач. И в этом плаче, в этом материнском горе, я впервые за много дней почувствовал не только свою вину, но и крошечную, микроскопическую надежду. Она назвала меня сынок. Несмотря ни на что, я все еще был ее сыном. Разговор окончился. Я сидел с телефоном в руке, и по моему лицу текли слезы. Впервые за 20 лет. Это не было прощением. Это не было искуплением. Но это был первый шаг. Шаг из темноты на ощупь, в сторону света, которого я, возможно, был недостоин. Глава 12. Возвращение. Прошел месяц. Самый длинный и самый тихий месяц в моей жизни. Алина исчезла, забрав свои вещи и прислав через адвоката уведомление о разводе и разделе имущества. Я отдал ему все, о чем она просила. Мне было все равно. Дом, деньги — все это потеряло всякий смысл. Мы с детьми учились жить заново. Я неумело готовил, пытался вникать в их школьные дела, мы много разговаривали. Тишина в доме сменилась другой тишиной. Не мертвой, а задумчивой. Мы заново знакомились друг с другом. Я звонил родителям каждую неделю. Разговоры были короткими, неловкими. Я рассказывал о детях, спрашивал о здоровье. Отец отвечал односложно, но больше не вешал трубку. С мамой было легче. Она всегда спрашивала, поели ли мы, тепло ли мы одеты. Ее материнская забота пробивалась даже через ледяную стену обиды. И вот однажды в воскресенье, после очередного такого звонка,
Я просто сказал детям: «Собирайтесь, мы едем». «Куда?» — удивилась Лера. «Домой», — ответил я. Дорога до городца заняла чуть больше часа. Я вел машину, а сам боялся. Боялся увидеть их глаза. Боялся, что нас не пустят на порог. Городец встретил нас тишиной старинных улочек и запахом печного дыма. Дом тети Надежды был старым, деревянным, с резными наличниками. Мы подошли к калитке. У меня не хватало духу ее открыть. И тут дверь дома распахнулась, и на крыльцо вышла мама. Она, видимо, увидела нашу машину в окно. Она стояла и смотрела на нас, а потом медленно, неуверенно пошла навстречу. Лера первая бросилась к ней: «Бабушка!» Они обнялись. Потом подошел Лев, высокий, почти взрослый, и неловко обнял ее поверх сестры. Мама плакала, гладя их по волосам. На крыльце появился отец. Он просто стоял, опираясь на палку, и смотрел на меня. В его взгляде уже не было ни гнева, ни разочарования, только глубокая, выстраданная печаль. Я подошел к нему. «Здравствуй, пап». Он молча смотрел на меня несколько секунд, которые показались мне вечностью, а потом кивнул. «Заходите в дом. Чайник стынет». В тот день мы не говорили о прошлом. Мы пили чай с вареньем в маленькой теплой кухне. Мама суетилась, подкладывая внукам пироги. Отец молча наблюдал за ними, и я видел, как теплеет его взгляд. Вечером, когда мы уже собирались уезжать, я подошел к нему. «Папа, дом, он ваш. Я все переоформлю. Вы должны вернуться. Мы с детьми не сможем там без вас». Он долго смотрел в окно. «Дом — это не стены, Женя. Дом — это там, где семья». «Так давайте снова станем семьей», — сказал я. «Я знаю, я не заслужил, но дети, они не виноваты». Он повернулся ко мне. «Завтра. Приезжай завтра утром. Поможешь вещи перевезти». На следующий день мы ехали обратно в Нижний. В моей машине сидела вся моя семья. Мы молчали почти всю дорогу. Но это была уже другая тишина. Не давящая, а светлая. Тишина, в которой было место для прощения. Я смотрел в зеркало заднего вида на лицо отца. Он выглядел уставшим, но спокойным. Я знал, что шрамы останутся навсегда. Я знал, что путь к настоящему прощению будет долгим и трудным. Но в тот момент, видя в зеркале глаза своих детей и своих родителей, я понял главное. Дом — это действительно не стены. Это дорога. Дорога друг к другу, которую мы только начали строить заново.